И еще одно соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума подписали на площадке «Бизнес Приорити». Чувашская республика и группа «Оргсинтез» договорились о реализации проектов в химической отрасли. Там же прошла стратегическая сессия, на которой обсудили масштабирование промышленности. Почему сейчас возник дефицит бумаги и появились проблемы с ее отбеливанием? Вещества для этих процессов после введения санкций стали для российской промышленности недоступны, так же, как и многие технологии для создания производства в России. Соглашение между Кабинетом министров и группой «Оргсинтез» позволит наладить выпуск необходимых веществ и создать производство хлората натрия мощностью 50 тысяч тонн в год. Кроме того, подписанный документ предполагает строительство и реконструкцию и модернизацию инфраструктуры. Сотрудничество правительства и предприятий длится не один год. Несколько лет назад приняли план совместных действий. С каждым производством обсуждается его развитие на предстоящие 3 года. Оцениваются сильные и слабые стороны, возможные риски. Один из таких примеров – ПАО «Химпром». С предприятием договорились создать замкнутый цикл производства с нулевым углеродным следом, открыть особую экономическую зону на территории предприятия. Задача была поставлена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития региона. Уже есть конкретные виды льгот в рамках федерального законодательства. Далее понимаем, что здесь, ввиду того, что есть компетенции, которые отсутствуют в Российской Федерации, можем применить инструментарий СПИК 2.0, который мы сегодня, кстати, подписали. Под реализацию СПИК 2.0, для того, чтобы у наших предприятий были конкурентные преимущества, мы еще в прошлом году внесли налоговое законодательство Чувашской Республики, которое устанавливает нулевую ставку на прибыль.